Здравствуйте, друзья! С вами снова Ки-эфир, прямой эфир. У нас сегодня в гостях должна была быть Амина Уесурова, которая забыла про нас. Тема сегодняшнего нашего разговора – мода и красота. Сегодня мы пригласили к себе в гости Даниэлу Стрыгин, которая является моделью и фотографом. Даниэла, здравствуйте. Привет. Как у вас дела? Хорошо, как у тебя? Хорошо, спасибо. Даниэла, расскажите, пожалуйста, что такое красота для вас лично? Ну, для меня красота бывает разная, поскольку я работаю с этим и в кадре, и за кадром. Она бывает нескольких видов. Если, допустим, работая с моделью, то красота – это что-то такое, что нужно передать на камеру наилучшим образом и показать естественно. Ну, для меня красота в первую очередь естественность, да, и если я фотографирую девушек, то мне хочется, чтобы они были максимально сами собой. А так в целом красота – это соотношение, наверное, внешнего и внутреннего, потому что если девушка очень красива, но у нее нет внутреннего содержания, это пустая красота. Я считаю, что она должна быть такая достаточно полноценная. А только ли внешность вот важна? Ну вот вы как заметили, да, то есть душевная красота тоже имеет значение. А что значит эта душевная красота? Ну, для меня душевная красота – это совокупность качеств, которые делают в первую очередь тебя человеком разумным, душевным, эмоциональным. И еще это наверняка умение не скрывать свои эмоции. Не в плане того, что если разные, да, бывают ситуации, когда можно скрывать свои эмоции, а это умение переживать те или иные вещи, то или иное состояние, которое с тобой происходит в различных моментах. Еще внутренняя красота – это в любом случае связано с тем, чтобы наполнять себя тем, чем ты хочешь в первую очередь. А как вы вообще пришли к тому, что вот вы захотели стать моделью? Я не могу сказать, что я прям захотела стать моделью, что я прям активно этим занимаюсь. Вообще модельный бизнес в Кыргызстане, да, в Бишкеке, он не совсем такой, как хотелось бы, например, как это бывает в Америке, да. И так получилось, что я ходила на художественную гимнастику, заметили мою сестренку, ее пригласили в школу моделей, она пошла, отучилась, а потом через какое-то количество времени, я тоже решила пройти модельный курс и все такое, и я их прошла, потом стала этим заниматься, и подиум, и фотография, и как-то так. Но сейчас я от этого не совсем близка к этому, но и не совсем далека. Я люблю фотографироваться с разными фотографами, а подиум – это достаточно такая вещь непростая, интересная. Вот. И в целом заниматься, на мой взгляд, заниматься моделингом в Бишкеке – это не очень рентабельно, я бы так сказала, потому что нужно покупать себе самой колготки, тратить деньги на такси, оплачивать за это достаточно мало. А фотографом вы как стали? Я тоже не могу сказать, что я прям стала суперпрофессиональным фотографом, потому что если становиться профессионалом в той или иной области, то нужно, чтобы ты тратил на это определенное количество времени, да, и постоянно в этом развивался. Я очень люблю фотографировать, мне нравится это делать, но больше всего я люблю фотографировать, конечно, небо, вот, потому что оно всегда разное, всегда очень яркое, красочное. А так есть фотоаппарат, есть желание, и когда хочется, я иду и фотографирую именно женщин, потому что, говорю, мне нравится подчеркивать естественную красоту и подбирать какие-то такие интересные образы. А у фотографов, наверное, особенный взгляд, да, как-то, когда фотографируете, то есть красоту вы, наверное, по-другому видите. Ну, я согласна, да, с тем, что каждый фотограф видит красоту по-своему, вот. В целом, когда, да, ты смотришь в камеру, это одно, когда ты смотришь вживую, это немножечко другое. А помогает ли вам то, что вы являетесь моделью и по совместительству фотографом? Когда вы работаете перед камерой, вы знаете, где свет расположен, а какие кадры получатся. Помогает ли это вам? Безусловно, это помогает, потому что когда, допустим, ты просто модель, то тебе незаметно никаких нюансов. Опять-таки свет, да, постановка и так далее, и так далее. Но когда ты понимаешь, как должна, грубо говоря, там стоять модель или выглядеть, и при этом ты сам фотографируешь,
то совмещение 2 в 1 – это, безусловно, преимущество. А какие бы вы могли советы дать начинающим нашим моделям, как правильно позировать на камеру? Советы начинающим моделям? Ну, в первую очередь, это практика. Нужно практиковаться, и когда тебе нечего делать дома, то, пожалуйста, вставай перед зеркалом и пробуй различные позы. Вот просто пробовать. Чем больше, тем лучше. Точно так же, как ходить на каблуках. Чем дольше ты ходишь и больше на каблуках, тем лучше у тебя походка. А важно ли для модели быть красивой? Ну, если брать по статистике, да, то, в принципе, все модели достаточно симпатичные. Но, допустим, если это подиум, то там главное не внешность, да, там главное рост и форма. Вот. Ну, внешность, естественно, является неотъемлемой частью. И для того, чтобы быть хорошей моделью, нужно очень много работать. Честно говоря, я забыла вопрос, который вот, можно еще раз повторить. Но важно ли для модели быть красивой? Вот. На мой взгляд, вот с точки зрения той же самой фотографии, важно, чтобы у модели, ну, я их разделяю на 2 типа, да, с кем бы мне хотелось работать, кого фотографировать. Я разделяю на 2 типа девушек. Есть девушки, которые несут в себе некое внутреннее содержание, да, которое хочется фотографировать, и вот они могут быть максимально естественными, ну, с какими-то штрихами, которые можно добавить. И есть такие лица, которые можно сделать абсолютно разнообразными. То есть какой бы образ ты ни нарисовал модели, она всегда будет разной. Вот, и интересно работать и с теми, и с теми. А вот как вы относитесь к выражению Тайра Бэнкс, да, топ-модели? У нее есть такое знаменитое выражение, говорит, улыбайтесь глазами. Как вы вообще понимаете это выражение? Улыбаться глазами, ну вот опять-таки, да, улыбаться глазами – это тоже в первую очередь нести некое внутреннее настроение. И вот если внутри все хорошо, и настроение классное, тогда можно улыбаться глазами. Вот. Если грустно, то это наверняка такое очень редкое умение улыбнуться глазами, и чтобы никто ничего не понял, что с тобой на самом деле происходит. А кого вы больше предпочитаете фотографировать? То есть веселые ли фотографии или все-таки больше тяжелые, скажем так? Ну, на самом деле зависит от моего в первую очередь настроения. Если мне хочется улыбки и еще что-то, то значит улыбки. Если нет, то я очень люблю разнообразные композиции, связанные с сочетанием несочетаемого. Я люблю фотографировать девушек с достаточно женственным, нежным образом, в очень грубых и суровых местах. Там, на заводе у меня есть пару фотографий. Вот такая обстановка мне нравится. Либо наоборот, очень сильная женщина, видно и по внешности, и по одежде, в таких очень нежных каких-то там платьюшках и так далее, и так далее. То есть сочетание несочетаемого, в этом мне очень нравится. А стандарты красоты, как они менялись? Известно ли вам это? Стандарты красоты – это что-то связанное с 90-60-90? Да. Ну, вообще, насколько я знаю эту историю, давным-давно Ив Сен-Лоран от балды, честно говоря, сказал о том, что 90-60-90, просто, видимо, у него было тогда такое настроение или еще что-то, что пришло к нему в голову, я не знаю, но и после этого этот стандарт каким-то образом записался. В принципе, можно сказать, что это удобно для того, чтобы подбирать форму одежды и так далее, и так далее. То есть всех под один размер. Но для меня стандарт красоты – это в первую очередь индивидуальность. То есть если должна быть какая-то индивидуальность в девушке. То есть всех под один стандарт – это, конечно, удобно, но оно исключает оригинальность. А мода и красота, они как бы, как сказать вам правильно? Связаны между собой? Да, между собой они связаны ли, и каждое понятие, как вы их понимаете? Что для вас значит мода, что для вас значит красота? Равноценны ли они? Они могут быть для меня равноценны в плане эстетики. Красота должна быть эстетичной, мода должна быть эстетичной. Вот. Если брать моду, то я вообще не люблю
всякие различные стандарты моды, да, там тенденции, тренды и тому подобное. То есть я за ними не слежу, для меня это такая женская тема, которую я называю это бабские разговоры, грубо говоря. Вот, и большинство моих подружек постоянно смотрят какие-то новые вещи, которые появились, дизайнеров, там, отслеживают и тому подобное. Я этим не занимаюсь, для меня стиль и мода – это, опять-таки, содержание внутреннего состояния. Если мне, допустим, сегодня хочется пойти в этом, я пойду в этом. И не значит, там, соответствует оно моде, каким-то тенденциям или нет. Если мне завтра захочется одеть там хипстерскую одежду, то почему бы и нет. Вот. А в целом все должно быть эстетично. Эстетично подобрано не по последнему писку моды, а просто подобрано, чтобы это выглядело достаточно симпатично. Спасибо, Даниила. А я вам напоминаю, что номер нашей студии 95 50 05, вы можете задавать свои вопросы. А сейчас мы перейдем к нашему рубрике «Опрос». Я не знаю, слушать свое сердце, может быть, и не следовать моде. Ну, наверное, соблюдать какие-то законы красоты, одежды, макияжа. Вот. Считаю, мне кажется, это. Стильно одеваться. Каждая женщина должна быть красивым и стройным. Я считаю, это самым модным. Не знаю, по мне не видно. Ну, наверное, красиво одеваться, быть в тренде, я не знаю, как да, выделяться из серой массы. Ну, самым модным это, я думаю, что это одежда, стиль, твой имидж и то, что тебе идет, самое главное, а не то, что сейчас модно и актуально. Следить за модными трендами, за цветовой гаммой, то, что носят люди. Вот. Но на самом деле, мне кажется, все-таки мода не главное. Наверное, чувствовать себя просто самым модным, это и значит быть самым модным. Быть самым модным, наверное, следить за всеми трендами в моде, следить им. Быть в тренде. Быть в тренде, не знаю, быть в моде, что следовать новым тенденциям. Это, наверное, значит то, что носить то, что тебе нравится, то, что тебе идет. И неважно, это модно или нет, главное, чтобы было удобно. Наш номер прямого эфира 97 50 05. Также можете присылать свои сообщения на номер 0706 97 50 05. Даниела, скажите, пожалуйста, быть модным значит ли быть красивым? Я не могу сказать, что быть модным значит быть красивым, потому что быть модным – это достаточно такое абстрактное понятие, да? Быть красивым тоже абстрактное понятие. Почему? Потому что сколько вообще существует людей, да, столько существует мнений. И для кого-то та или иная женщина может быть там, вообще совершенно не симпатичной, да, ей захочется сказать, ты себя в зеркало видела, а для кого-то это будет любимая, самая красивая, лучшая в мире женщина, на которую хочется смотреть каждый день. Точно так же и с модой. Для кого-то это может быть там супер стильно, супер модно, а для кого-то, ну, как ты вырядился, можно так сказать. Поэтому в первую очередь красота и мода, я не могу сказать, что они прям непосредственно связаны с собой. Если брать индустрию моды и красоты, то да, они там как-то коррелируются друг с другом. А если нет, то если брать обычную повседневную жизнь, то самое главное быть красивым для себя и модным для себя. А вот ваш идеал красоты, как вы можете его описать? Идеал красоты. Есть несколько актрис, которые мне очень нравятся. И сразу описать, чем именно они нравятся. Чем именно. Вот мне бы, конечно, еще бы вспомнить их имена, несмотря на то, что это любимая актриса, и достаточно, мне вообще сложно, в принципе, с именами. А для меня, в первую очередь, это непохожесть на кого-то. Вот, допустим, если взять... Кто же мне там первый в голову? Ну, к примеру, да, то есть многим нравятся пухлые губы, большие глаза, утонченный нос, скулы. Вот для вас, если вот так вот разобрать, что значит красота?
Вот, допустим, Идеал красивой девушки. вот для женщины. меня один из идеалов красивой женщины – это Лана Дель Рей. Вот. В ее красоте, в ее внешности я вижу глубину чувственности. Для меня красота – это в первую очередь, если женскую, да, брать, то это несение такой некой женственности, которая отображается в принципе в целом и в манере поведения, в манере говорить, в каких-то там образах, не аксессуарах, но вот когда для меня это красивая женщина, которую вот видно, что она женщина, и неважно, как она сейчас одета, но видно, что это женщина. Вот это вот в первую очередь. А как вы считаете, мужчина должен ли быть красивым? Очень хороший вопрос, потому что если, допустим, брать суперкрасивых мужчин, да, особенно те, которые об этом знают, с этим могут возникнуть некие сложности, потому что мужчина, который знает, что он красивый, в большинстве случаев у него проблемы с самооценкой, которые в итоге приводят к ряду проблем в поведении и в общении с ним. Для меня мужчина должен быть симпатичным. Вот. Если он там супер красивый, то наверняка там есть какие-то проблемы в плане самооценки, она недостаточно неадекватная. Вот. На него должно быть приятно смотреть, и он должен так вот как-то, радовать просто своим взглядом. А, например, тело, рост, это тоже играет роль? Мне очень нравятся высокие. Вот. Тело, рост, конечно. Вот, кстати, если говорить о физической красоте, в последнее время очень модно быть подтянутым, да, стройным. Но если брать, допустим, нашу страну, то небольшое количество мужчин следят за своим весом, за своими пропорциями. Вот для меня это есть люди, которым это идет, да, и, допустим, если брать мужчин, вот мне бы реально хотелось, чтобы мужчины больше все-таки следили за своей формой физической, потому что это в любом случае привлекает женский взгляд, и чем ты стройнее, тем лучше. Но мужчины особо на это не заморачиваются. Еще такой момент. Если брать красоту и эстетику, да, вы спросили там ноги, руки, рост. Очень важно, чтобы руки были ухоженными и красивыми, как у женщин, так и у мужчин. И в 21 век, особенно для мужчин, в этом ничего такого страшного нет. Наоборот, у него должны быть ухоженные, красивые руки. То есть вы нормально относитесь к тем мужчинам, которые посещают салоны красоты? Я больше скажу, мужчины, посещайте салоны красоты, и это не зазорно, это нормально, потому что у нас все-таки восточный менталитет, да, поэтому там всякие разные шуточки могут мужчины отпускать на эту тему, но важно следить за руками, потому что женщины смотрят на состояние рук, и для них это очень важно. Вот. И у женщин, конечно, точно так же. Вот, например, скажем, вы сами занимаетесь ли спортом? Я не люблю заниматься спортом, и в моем возрасте это не смертельно. Но, допустим, когда я была маленькая, я занималась и плаванием, и художественной гимнастикой. Вот. А на данный момент не получается у меня как-то смотивировать или заставить себя пойти на спорт. Во-первых, потому что нет нужды, я достаточно стройная. Во-вторых, я пытаюсь просто следить за своим питанием, не есть всякую фигню. Вот. А для меня спорт, не дошла я до него. Пока не хочу заниматься спортом. У нас такой вопрос. Как, на ваш взгляд, не пропагандирует ли мода худобу? С одной стороны, на мой взгляд, с одной стороны пропагандирует. А с другой стороны, если заметить, то последнее время участники, непосредственные участники моды, да, и все, что с этим связано, они наоборот стараются как-то отойти, что ли, от этого. И последнее время там по тому же самому Fashion TV, или вот если залезть в информацию об этих всех там тенденциях и этой всей модной тусовке, то можно посмотреть, что худобу стараются убрать, потому что, не прям совсем убрать, да, все такие расы стали полными, нет, стараются исключить 90-60-90. Да, и сейчас, насколько я помню, уже появился типа новый параметр 92-62-92, но я не могу сказать прям 100%, да, но насколько я знаю, это так. И вообще, в принципе, быть очень худым, это
для здоровья вредно. И поэтому как-то вот... Да, как нам известно, в Европе очень много девушек погибли, да, то есть покинули эту жизнь из-за вот болезни анорексии, вот. Да, но там еще есть психологический аспект. Допустим, вообще, если быть, вот впадать в эту крайность, да, там из толстого в анорексика, то тут больше наблюдается какая-то некая психологическая там, зависимость от внешнего мира, там, от того, что кто-то что-то сказал, да, кто-то плохо подумал. И вот эти вот навязчивые мысли могут ввести тебя в ту или иную крайность. Поэтому самое главное – это любить себя и принимать таким, какой ты есть. И неважно, излишний у тебя вес или нет, но самое главное – любить себя и принимать. Это залог, наверное, успеха и красоты в том числе. Да, и, как говорится, надо пить побольше воды, да? Однозначно, минимум литр Сегодня в день, нашими да. партнерами является компания «Шуро» и ледниковая вода «Легенда». Так что можете прислать свои вопросы на наш прямой эфир. Номер телефона 97 50 05. Также пишите свои сообщения на номер 0706 97 50 05. А сейчас мы прервемся на небольшую рекламу. Дорогие друзья, мы еще ждем ваших звонков на номер 97 50 05. Также можете написать свои сообщения, вопросы к нашей гости Данииле Стрыгиной 706 97 50 05. Даниила, да, возвращаясь к тому вопросу насчет мужчин. Вот, на ваш взгляд, азиатские мужчины отличаются ли от европейских стандартов? Ну, в целом, ну вообще, да, азиаты отличаются от европейцев. И там, если брать тех же самых моделей, да, то там достаточно один такой стандарт красоты, да, который вот там все, грубо говоря, под одну гребенку и в физическом телосложении, и во внешнем. Вот. А что касается, допустим, физической формы, да, о которой мы говорили, то, ну вот в Азии вообще, на Востоке так принято, что чем солиднее мужчина, тем он должен быть больше. Вот. В Европе не так, ну, если там не брать... В Европе не так, да, там достаточно стройные мужчины, а в Америке, то там вот влияет неправильный рацион питания, да, и там очень много людей, которые там, с большой массой. Вот. А как бы вот есть такие, да, 3 различных вида, но в целом в 21 веке, опять-таки, неважно, в какой стране ты живешь и так далее, важно быть здоровым в первую очередь, потому что лишний вес – это не здоровье, оно, наоборот, отрицательно влияет на здоровье. Поэтому важно соблюдать элементарные правила питания, да, и более или менее заниматься там какой-то формой, особенно если ты там нарастил себе солидности, то наверняка нужно что-то с этим делать. Хотя, если тебя все устраивает, то можешь ничего не делать. А вот ваш секрет сохранения фигуры? Мой секрет сохранения фигуры, в первую очередь, это возраст. Поскольку мне сейчас 21 год, то, конечно, грубо говоря, грех быть не в той форме, в которой я сейчас. Но есть и другие случаи, когда там люди 18-19 лет, да, страдают излишним весом. Страдают излишним весом, да, то тут нужно разбираться, там, если это девушка, да, то это может быть какой-то гормональный фон. Для меня еще избытки лишнего веса – это психосоматика. То есть если в определенных местах откладываются нежелательные там, ингредиенты, да, то нужно смотреть на внутреннее психологическое состояние. Но если говорить простым языком, то нужно в первую очередь следить за своим питанием, потому что питание – это 70% связанное с любым весом. А вот питание, да, вот говорите, что питание не сильно влияет, да, это психологическая, как бы скажем, травма. Неужели можно будет похудеть, посетив психолога? Ну, вообще тема посещения психолога, да, для разных людей является разной. Кто-то считает, что посещать психолога это совершенно не нужно, неинтересно, и кто туда ходит, да. Некоторые, наоборот, не вылазят с психологов, потому что ищут, находят в этом какую-то некую поддержку и так далее. На мой взгляд, для среднестатистического человека поход к психологу должен обуславливаться, ну, в первую очередь, какой-то реально неразрешенной проблемой, да, с которой
которую нельзя обсудить с друзьями, да, это могут быть какие-то интимные темы или настолько личного переживания, что ты можешь обсудить это с психологом достаточно безопасно. И, конечно же, не значит, что если ты придешь к психологу весом 90 килограмм, вот, то как-то раз и все наладится, да, нет. Но есть общепринятое понятие, что стресс некоторые люди заедают, да, и вот разобравшись со стрессом, можно, ну, не то чтобы похудеть, да, а убрать этот момент, который ты постоянно заедаешь. С этим можно разобраться, потом просто идти в спортзал и сгонять из себя. Это у нас вопрос от зрителя. Нужно ли ретушировать фотографии в глянцевых журналах? Не обман ли это? Вообще глянцевый журнал это... Но на мой взгляд, да, опять-таки, глянцевый журнал – это сплошная ретушь, во-первых. Во-вторых, это коррекция максимальная, потому что глянцевый журнал рассчитан на то, чтобы вот простой обыватель, да, покупая глянцевый журнал, начинает его листать, смотреть, видит супер красивых моделей, супер красивую рекламу, какие-то якобы интересные статьи и все такое. На самом деле это зомбирование мозга. И есть одно видео потрясающее, очень позитивное, там говорится о том, что не смотрите никогда глянцевые журналы, чтобы вам не казалось, что ваша жизнь унылая и скучная. Вот. В любом случае, в каждом глянцевом журнале это тщательная проработка редакторов, дизайнеров, фотографов и так далее, и так далее. Невозможно в глянцевый журнал пустить недоработанную фотографию. Его покупать не будет, если он не будет таким красивым, как он есть. Да, вот возвращаясь к вашей работе фотографа, вы сказали, что вам нравится фотографировать естественность. Что значит для вас естественность? Ну, если брать тему естественности, то это не значит, что, допустим, я проснулась с утра, да, или девушка, которая собирается пойти на фотосессию или куда-либо, вот она проснулась с утра, вот она такая супер красивая, да, естественная, ей не нужно краситься. Нет. Естественная красота подразумевает чистоту кожи, состояние волос твоих, состояние твоих ногтей, да, вообще, в принципе, нормальное состояние. Но поскольку мы живем в 21 веке, да, и экология у нас не очень хорошая, то мы испытываем некие проблемы там, с кожей, с волосами, да, с ногтями. И вот как раз-таки уход за ними, это максимально естественно. Но, допустим, если брать неестественную красоту, то это излишний макияж, излишние там махинации со своими волосами. В одежде это тоже проявляется. Всякие понацепленные отовсюду стразы, потом непонятные подобранные цвета и так далее, и так далее. Естественная красота – это чистота, свежесть кожи, внешнего твоего вида, и вот, да, надо быть естественно красивым. Опять-таки, ну, я, да, чуть-чуть ушла. Возвращаясь, если к фотографии, то что такое для меня естественная красота, то это минимум косметики. В любом случае, перед фотосессией нужно накраситься, да, перед любым эфиром нужно накраситься, чтобы подчеркнуть твои там лучшие места. Вот. И существует естественный макияж, который там тонирует твое лицо, и простому человеку не будет понятно даже, что ты сделал макияж, но ты будешь выглядеть настолько в своем лице, в своем там красивом, максимально идеальном лице. Вот. Даниэла, у меня такой вопрос. Вот, считаешь ли ты себя красивой? Ой. Я считаю себя красивой, да, но у меня в этом плане, я думаю, что есть, наверняка найдутся люди, которые могут так не подумать, но я все-таки уверена, что у меня с самооценкой в этом плане все нормально, то есть она адекватная, да, красивая, но это ничего не значит, просто повезло, да, и для меня, например, нет некрасивых людей, есть люди, чья внешность мне не симпатично. Ну, то есть это не значит, что... У меня никогда такого нет. Я не могу сказать про кого-то, что он там нереально страшный, да, или еще что-то. Нет, все люди абсолютно разные, и для кого-то и я могу быть некрасивой. Это вполне нормально. Поэтому самое главное, ну, вот просто ценить себя, и все, и неважно, там, для кого-то ты красивый или нет. Это ты, и это самое главное.
Спасибо, Данил. А я напоминаю, наш номер телефона 97 50 05. Вы можете звонить, задавать свои вопросы. Сейчас прервемся на рекламу. А я напоминаю, что у нас сегодняшняя наша тема – это красота. И сегодня у нас в гостях Данила Стрыгина. Данил, возвращаясь опять же к твоим фотографиям, да? Как ты отбираешь моделей для себя, кого ты хочешь фотографировать? Ну, для меня это не кастинг, да, у меня есть ряд знакомых, чья внешность мне импонирует. Вот если у меня, допустим, появляется настроение, да, то я с ними созваниваюсь, и мы идем фотографироваться. А отбираю я по принципу, цепляет или не цепляет. Вот если цепляет, и я, допустим, эту девушку представляю в каком-то образе, то да, если не цепляет, то нет. А вот понятие фотогеничности. Многие люди говорят, что я не фотогеничен, я не люблю как бы работать с камерой, вот, можно меня не фотографировать. Как бороться с этими людьми? С этими людьми бороться не надо, надо бороться с теми фотографами, которые там, прививают, да, грубо говоря, прививают эту нефотогеничность. Есть ряд людей, которые вправду на камере очень выглядят хорошо и так далее, и так далее. Но там уже зависит от лица. Чем геометричнее и симметричнее лицо, тем лучше оно выглядит на камеру. Вот. А не фотогеничность, там, не фотографируйте меня, я плохо получаюсь, то тут дело все в фотографии. Если вы обратились за съемкой к профессиональному фотографу, то каким бы чудо-юдом вы ни были, из вас сделают да, максимально сделают классные фотографии. А что касается обычной съемки, там, сфотографируйте меня друзья, или там я сам на телефон сфотографируюсь, то тут уже зависит, насколько ты хорошо понимаешь там, свой тот или иной ракурс. А чтобы его узнать, нужно чаще крутиться у зеркала. А бывает такое понятие, что вот девушка очень красивая, прям на нее, когда живую смотришь, она очень красивая, но на фотографиях ее не узнать. Или же наоборот бывает, что девушка, скажем так, не сильно симпатична, но на фотографиях она прям просто красотка. Ну, тут в первую очередь работа визажиста и работа фотографа, да, опять-таки, потому что бывают абсолютно разные типы лица, и каждому типу лица подходит что-то свое определенное. И вот, как я вначале уже говорила, что есть люди, на лице которых можно нарисовать все, что угодно, и они каждый раз будут разными. Да? Но в первую очередь это работа визажиста и фотографа, и уже постобработки. А вот, например, работая с визажистами, да, зная, что для них красивая девушка – это в их понятии, то есть, как они говорят, безликая. На ней можно нарисовать все, что угодно. Могу нарисовать красивую, могу нарисовать некрасивую. Да, а что значит для фотографа красивая или некрасивая девушка? То есть есть ли какие-то понятия? Ну, смотрите, если, допустим, говорить о профессиональной съемке с коммерческой точки зрения, то фотографу особо нет разницы, да, с кем работать, потому что это его работа, и он подбирает только свое время, да, когда он может это сделать и как это сделать. Вот ему реально без разницы, с кем работать, потому что за это платят деньги. А вот если брать некоммерческую съемку и чисто творческую, вдохновляющую, то тут уже фотограф, конечно, смотрит на ту внешность, которая его цепляет. Вот если что-то во внешности есть такое, что меня торкнуло, я пойду сфотографирую. Если нету, то там, только за деньги, грубо говоря. Тут нам поступил такой вопрос. Как вы относитесь к тому, что в последнее время стало модным походить на корейских красавчиков, похожих на девочек? Очень странный чуть-чуть вопрос для меня, потому что я, во-первых, слышу первый раз, во-вторых, вообще ничего не знаю ни про корейскую моду, ни про корейских мальчиков, похожих на девочек. Но если опять-таки сталкиваться с индустрией моды, да, есть модели, называются андрогены, или андрогиды. Андрогены? Андрогены, да, вот. И это мальчики, которые могут превращаться в модели девочек и, да, оставаться моделями мальчиками. А как вы вообще относитесь к моделям андрогенов? Очень спокойно. То есть у меня эта тема не вызывает никаких эмоций, ни отрицательных, ни негативных. Что они есть, что их нету, то есть меня это никак не цепляет. Ну да, существуют такие, и ничего в этом плохого или супер классного я не вижу. Ну, нормально.
В Европе стало модно пропагандировать именно моду не ординарным моделям, скажем, к примеру, болезнью синдромом Дауна. Есть девушка, которая вот тоже не очень хорошо выглядит, но она тоже пропагандирует вот именно красоту. Как вы относитесь к таким людям? Ну, я никогда не думала, честно говоря, на эту тему, да, как я к этому отношусь. Вообще, если в принципе взять мир и все, что в нем творится, там найдутся совокупность тех вещей, которые нам непонятны, да, которые нам симпатичны или не симпатичны. Мне в целом, ну, опять-таки, да, как с андрогенами, вот они есть и есть. Вот есть люди, которые что-то пропагандируют, есть люди, там, которые что-то проповедуют, да, грубо говоря. Я достаточно спокойно отношусь к таким вещам, и если оно есть, то пожалуйста. Если что-то нет, то нет. Как-то даже не знаю. А следите ли вы за модой? Вот если еще и с предыдущим вопросом это связывать, то я не слежу за модой. Для меня единственное, чему я следую, это собственному настроению, да, и восприятию мира такое, какое оно есть у меня. Естественно, когда, допустим, прихожу в какое-то кафе, да, и мне там нечем заняться, я могу взять модный журнал, полистать его, просто посмотреть. И пару раз я себя ловила на мысли, что и вот если я что-то вижу в журнале, то, наверное, года 2 назад мне хотелось это носить, и какие-то вещи я одевала. Вот, как-то так получается. А следить за модой там и так далее нет. Если мне нравится вещь, я ее беру. Если мне не нравится, какая бы она супермодная ни была, я ее не буду брать. Я напомню нашим зрителям наш номер телефона 97 50 05. А сейчас прервемся на музыкальный. Устав от суеты этих скучных дней, Сегодня ночью я в компании друзей, Я не помню, что льется в мой бокал. Я хочу, чтобы весь клуб сегодня танцевал. Пусть микрофон горит, танцпол качает бит, а мы с тобой друг друга не знаем. Толпа людей кричит, и город мой не спит, а мы с тобой друг друга теряем. Ты позови, и я пойду за тобой. Веди меня, и я пойду за тобой. Возьми за руку, я пойду за тобой, за тобой. Эй. Наши взгляды сходятся в темноте. Моя рука уже крепко в твоей руке. Я не знаю, кто ты, но мне нравится быть в твоих объятиях и танцевать. Пусть микрофон горит, танцпол качает бит, а мы с тобой друг друга не знаем. Толпа людей кричит, и город мой не спит, а мы с тобой друг друга теряем. Ты позови, и я пойду за тобой. Веди меня, и я пойду за тобой. Возьми за руку, я пойду за тобой, за тобой. Просто потанцуй со мной, и не нужно лишних слов. Так приятно быть с тобой, а может это любовь. Пусть микрофон горит, танцпол качает бит, а мы с тобой друг друга не знаем. Толпа людей кричит, и город мой не
спит, а мы с тобой друг друга теряем. Ты позови, и я пойду за тобой. Веди меня, и я пойду за тобой. Возьми за руку, я пойду за тобой, за тобой. Сегодняшняя наша тема – красота. Я напоминаю, что у нас в гостях Даниила Стрыгина, модель-фотограф. Да? Даниил, возвращаясь к предыдущим вопросам, вы мне сказали, что вы любите фотографировать небо. В чем причина, почему влюбились в небо? Ну да, вообще, если говорить в целом о моих фотографиях, то там очень мало людей, да, хотя мы говорили про красоту там в женскую, мужскую, да, то вот людей я мало фотографирую. Я очень люблю красоту природы, потому что красота природы, она, во-первых, максимально естественная, во-вторых, максимально уникальная, и небо я люблю за то, что оно каждый раз разное. Оно, вот, если каждый день там, хотя бы по одному разу смотреть на небо, то оно всегда будет нереально интересным и оригинальным. Вот какими-то такими красками оно играет. Потом совокупность облаков, солнца и так далее, облака, небо прям очень-очень меня вдохновляет. Ну, у меня есть друг, тоже фотограф, который любит Луну. Да, фотографировать. Вот, мне всегда было интересно, почему не дерево, почему не цветок, почему не вода, не камень, не что-либо другое. Луна? Луна, небо. Вот с чем-то это должно же быть связанным или нет, просто любовь? Просто мы, да, еще все время говорим о тех вещах, которые цепляют. Вот небо меня цепляет. То есть вот небо — это, наверное, единственное, зачем мне хочется там взять фотоаппарат, да, или телефон, взять и сфотографировать, потому что оно каждый раз очень красиво. Насчет Луны не знаю, она меня так не вдохновляет. И если уж смотреть и фотографировать все, что связано с Луной, то там должна быть оптика, которая будет брать это разрешение, максимально увеличиваться и так далее, и так далее. Луна нет. Вот, не надоедает ли фотографировать одни и те же объекты, например? Ну, одни и те же объекты. Ну, смотрите, если, допустим, мы говорим сейчас о профессиональной съемке, да, и работа фотографа связана с работой каждый день фотографировать одно и то же, например, тех же самых моделей, да, или ту же самую, там, вот есть фотографы, которые фотографируют еду. Вообще все, что может сфотографировать фотограф, это все входит в его работу. Вот если ты каждый день занимаешься одним и тем же, то это может надоесть. Если ты каждый день занимаешься разным, и если ты фотографируешь природу или то же самое небо, то оно всегда разное, оригинальное и не похоже на то, что было вчера. Понятно, все с вами, вот мы с фотографами. Мы все обо мне, да обо мне. Что для тебя красота? Красота – это что-то нежное. Вот мы с подругой постоянно спорим, то есть для меня красота – это в первую очередь, мне кажется, нежность. Нежность, вот как говорится, мальчиков не сильно люблю, мне больше нравятся девочки. Вот именно маленькие девочки, вот для меня вот это вот красота. Когда на таком нежном платьюшке, в розовом бантике, вот это для меня, мне кажется, особенная красота. Что-то такое, что умиляющее, да. Умиляет, да? Да, прям мимими. Вот, я хочу напомнить нашим зрителям номер телефона 97 50 05. Какие бы ты советы дала начинающим фотографам? Мы про модели поговорили, вот фотографам, что бы ты могла посоветовать? Фотографам, что я могла посоветовать? Ну, вообще, допустим, если брать Бишкек, то у нас куда ни плюнь, то одни модели, фотографы, потом диджеи. Раньше были гоу-гоу, но как-то эта мода постепенно ушла, поэтому осталось 3 вида, да? Еще сейчас модно быть визажистом. Я не могу дать профессиональный какой-то совет фотографу или модели, да, потому что, ну, если они занимаются своим делом, они знают свое дело. А если говорить о тех людях, которые хотели бы взять в руки фотоаппарат и начать что-то делать,
то делайте что-то не похожее на других, да, и делайте это максимально хорошо, потому что куча посредственности, серости и так далее. Я, например, не очень люблю выкладывать свои работы вот именно в бишкекском пространстве, да, это больше, наверное, с заграничным, грубо говоря, миром связано, да, вот, ну, потому что это мое, и я не особо хочу этим делиться вот именно здесь, потому что я здесь живу. Вот. А так, в целом, да, если хотите этим заниматься, то для начала просто возьмите фотоаппарат, идите хоть что-то или кого-то пофотографируйте и поймите, это ваше или нет. Потому что если вы хотите стать профессиональным фотографом, ну, во-первых, придется потратить кучу времени, во-вторых, очень много денег на различную аппаратуру, свет и так далее, и так далее. И чтобы стать реально фотографом, то нужно тратить на это большое количество ресурсов, как и внутренних, так и внешних. Спасибо вам большое, Даниил. К сожалению, наша программа подходит к концу. Нашими партнерами являются компания «Шуро» и ледниковая вода «Легенда». Хочу напомнить, что завтра у нас музыкальный эфир. В гостях у нас будут близнецы Эсен и Аман. Даниил, свободный микрофон. Можете пожелать все свои пожелания нашим телезрителям. Ну, телезрителям хочется пожелать счастья в первую очередь, потому что счастье – это классно испытывать счастье. Вот. И скоро, уже совсем скоро Новый год, поэтому думайте об этом, потому что мысли о Новом годе, они так позитивно настраивают. Ну, наверное, все, счастья и счастливого Нового года. Спасибо, Даниил. Желаем вам всего того же, что вы пожелали нашим телезрителям. Спасибо вам. Сегодня мы говорили о красоте. В гостях у нас была Даниила Стрыгина, модель, фотограф. Всем пока, до новых встреч.